Время идет, и люди все больше понимают, что заботиться об окружающей среде просто необходимо. Праздник День эколога еще раз напоминает об этом. В столице Чувашии торжественное мероприятие открылось в стенах Национальной библиотеки. Всех тех, кто работает в этой отрасли, поздравил министр природных ресурсов и экологии Чувашской республики Эмир Бедердинов. Надо отметить, что по итогам работы 2021 года Чувашская республика вошла в десятку самых лучших регионов по эффективности лесного хозяйства в России. По сравнению с прошлым годом республика показала серьезную положительную динамику и поднялась сразу же на 39 пунктов. В 2021 году также в республике не допущено крупных лесных пожаров. Почти в 2 раза перевыполнен показатель проекта сохранения лесов. Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Лесничество республики оснащены новой лесопожарной техникой. Для оптимизации работы в области лесных отношений внедряется информационная система АВИС. В Чебоксарской гимназии номер 1 уже давно существует проект «Экопространство». Заботиться о будущем нужно прямо сейчас, говорят ребята. Нашей основной целью является повышение уровня экологической грамотности и культуры среди школьников. И для этого мы проводим мероприятия, такие как эти, показываем мастер-классы. Например, сегодня будем показывать мастер-класс по изготовлению эко-ручек, чтобы дети смогли приготовить экоматериал для спасения природы. Еще один важный момент – это раздельный сбор мусора. Такая практика уже давно принята во многих странах. Точно так же нужно делать и в России – разделять пластик, стекло и бумагу. Именно об этом и рассказывают участники проекта «Экодвор». Общероссийский проект «Экодвор» он направлен на популяризацию раздельного сбора отходов среди населения. Это наша главная основная цель. Конечно же, это еще и привлечение волонтерских сил, поскольку сейчас очень активны вот эти движения, да, волонтерские. Вот. И к тому же это обычный, простой, по сути, праздник двора, можно сказать, да? То есть любой житель может организовать в своем дворе вот такой праздник, как «Экодвор», в котором расскажет, куда идут отходы, как мы можем переработать отходы, какие экологические привычки существуют, какие уже человек уже, например, да, может на практике. В общем, это все то, что объединяет вот эту всю нашу жизнь, да? Что же такое бережное отношение к природе? Прежде всего, нужно начать с себя. И тогда все можно изменить. Мы сможем сохранить природу для будущих поколений. Как и все, оно начинается с воспитания в детском возрасте. Именно в это время закладывается бережное отношение к окружающему миру, хорошее отношение к животным, то есть чтобы их не бежать, не калечить, не разорять гнезда и так далее. Кому-то удается сохранить этот запал на всю оставшуюся жизнь, кому-то нет. Хотелось бы, чтобы таких людей, кто искренне нуждается в охране природы, было больше. И они воспитывали свои подрастающие поколения в этом же ключе. А еще ребята умеют увидеть необычное в обычном. Творческое применение можно найти даже обычной пластиковой крышки. Именно это дети и показали на мастер-классе. Мы собираем крышечки, и они могут пригодиться не просто для бутылок, они могут пригодиться для маленьких детей. Для счета. Можно сделать вот такие красивые поделки с помощью них. Мы здесь сегодня собрались и делаем мастер-классы по экологии, чтобы планета стала чистая и было меньше загрязнений. Главное – проявить фантазию и заинтересовать все больше и больше ребят. Во-первых, чтобы очистить нашу планету, чтобы она стала чище. Во-вторых, мы помогаем детям, сиротам и инвалидам. Из крышечек в гимназии номер 5 мы проводим эко-уроки. Мы сдаем крышечки и получаем за это малую сумму денег, которая растет и растет с каждым днем. И так мы покупаем оборудование для детей-инвалидов. В гимназии номер 5 мы проводим очень часто эти эко-уроки и собираем много крышечек. Крышечки можно использовать для всяких разных игр. Например, счетный материал
или из них можно сделать всякие разные подделки. Так что каждый день мы делаем выбор. Взять с собой полотняную сумку или пластиковую многоразовую кружку для кофе вовсе не сложно. Но это поможет сохранить природные ресурсы. Ну а еще стоит задуматься над тем, что пластик разлагается сотни лет. И хотя бы стоит донести бутылку или полиэтиленовый пакет до мусорного контейнера. Елена Яковлева, Ирина Ильина, Антон Небытов. Жизнь в столице.